Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Пятничная проповедь была про то, что мы должны беречь свой язык. Альхамдулилля, вот сейчас Рамазан, заканчивается сегодня 10-й день, мы постимся, мы приходим на намаз таравих, вот по вечерам у нас намаз таравих, очень много людей собирается, альхамдулилля, там 1,5 часа намаз читаем, да, то есть такое большое внимание гибадату уделяем, чтобы у нас вот как можно больше в этот благой месяц накопилось хороших дел. Потому что когда мы пойдем к Аллаху в судный день, предстанем, мы не сможем там сказать, у нас коттедж был большой в этом мире, да, у нас там джип был хороший в этом мире, да, у нас Аллах это не будет спрашивать. У нас Аллах будет спрашивать, какие у тебя благие дела были, что ты благого делал в этом мире, да. И вот в Рамазан как раз это такой месяц благих дел, когда мы делаем гибадат, когда мы кормим людей, когда мы держим уразу, это все нам записывается как благие дела. И вот наши эти благие дела мы можем потерять все из-за одной причины, из-за нашего языка. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такой хадис сказал, когда к нему пришли сподвижники и сказали, есть женщина, которая там целый день постоянно постится, пока светло, она держит пост, уразу держит. Ночью она мало спит, она читает намаз постоянно, она там дополнительные тахаджуд намазы читает. Но у нее есть недостаток, у нее такой острый язык, что ее соседи ее боятся с ней как бы связываться. Она как бы очень там такие слова может сказать, да, обидные человеку. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля хайра фихи, нет в ней ничего хорошего в такой женщине. В другом риваяте пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что ее место в огне, что она попадет в ад, да, из-за вот того, что она не берегла свой язык. И в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самое наибольшее, что будет людей как бы ронять в ад на их лица и на их кончики носов, это плоды их языков. То есть, когда Аллах Та'аля нас будет спрашивать в судный день, как мы жили, что мы делали, одна из самых больших причин будет наш язык, что человек будет попадать в ад. Причем не просто там падает, да, вот когда человек с высоты падает, по-разному человек может упасть с высоты. А тут получается, что пророк сам сказал, если человек падает в ад, то он первым сначала опускается на свое лицо, падает. Или на кончик носа падает. То есть это вот как бы дополнительное еще мучение, что человек одно дело упал там на ноги, да, а совсем по-другому будет чувствовать, когда он им падает именно на лицо. И вот здесь именно такая будет ситуация, что в ад люди будут падать именно в таком положении, что на лицо или на нос. И самая большая причина, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это язык. И вот сподвижники, ради Аллаху анхум, они это все прекрасно знали, понимали, что у языка есть такая опасность. И от Абу Бакра передает, что Абу Бакр свой язык вот так вытаскивал между зубами и его держал 2 пальцами, кончик языка. И потом говорил своему языку, или говори хорошее, или молчи. Или там как бы разговаривал прям своим языком. Абу Бакр говорил, что все проблемы в тебе. Будь как бы хорошо себя веди, да, своему языку говорил. И когда один раз Умар ибн аль-Хаттаб увидел это и спросил, зачем ты так делаешь со своим языком? Зачем ты его вот так держишь, с ним разговариваешь? На что Абу Бакр ответил, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в судный день не останется ни одного органа тела, который бы не пожаловался на язык из-за его остроты. Из-за того, что он постоянно что-то не то делал, язык, да? То есть это как будет происходить, опять же, в судный день, когда наступит, Аллах Та'аля нас будет спрашивать, кто сделал, как делал. И человек, конечно, скажет, я этого не делал. Аллах спросит, почему ты украл там это имущество? Он скажет, нет, я не украл. Аллах спросит, почему ты ходил там по таким дорогам? Он скажет, нет, я не ходил, человек. Ему неохота в ад попадать. Он скажет, не ходил я никуда. Я все правильно старался делать. И тогда Аллах Та'аля скажет, хорошо, ты замолчи,
Язык не говори, сейчас будет руки говорить. И начнут руки говорить, что да, мы воровали. Начнут ноги говорить, да, мы ходили. И не останется ни одного органа тела, который бы не пожаловался на язык, сказал, это все проблемы в языке были. Если бы язык это не делал, то мы не воровали бы. Если язык этого не говорил бы, то мы никуда не ходили бы. Все проблемы нам сделал язык. И Абу Бакр говорит, я поэтому как бы его постоянно предупреждаю, что ты язык, вся проблема в тебе, молчи, да? То есть языком Абу Бакр отдельно как бы разговаривал. И у него еще такая была привычка у Абу Бакра, он брал маленький кусочек камня, небольшой камушек, и вклал его в рот. И держал во рту. То есть для того, чтобы именно была преграда между языком и словами. Когда приходит какая-то мысль, когда охота что-то сказать, а у человека во рту камушек, он что должен сделать? Его выплюнуть сначала, этот камушек. Сначала выплюнет, потом будет говорить. И потом он еще подумает, стоит, нет вообще этот камушек выплевывать изо рта, чтобы что-то сказать. Это настолько важно, это дело сказать, чтобы я этот камушек изо рта выплюнул, да? Или нет, или пусть так останется во рту у меня этот камушек. И вот этот метод сейчас можно тоже применить. Там не камушек, можно какую-нибудь такую вещь, там пуговицу какую-нибудь, что-то такое тоже во рту держать в Рамазан. Главное не проглотить случайно. Ураза может испортиться, да? Если случайно проглотим что-то. Вот. И Ибн Аббас тоже передается, известный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи. Он тоже самое делал с языком и как бы разговаривал, тоже язык двумя пальцами держал, говорил. И один человек сказал Ибн Аббасу: «О, Ибн Аббас, почему ты так делаешь со своим языком?» На что Ибн Аббас сказал: дошло до меня весть, что в судный день, когда наступит, раб Аллаха, он будет больше всего злиться на свой язык. Он будет больше всего злиться на свой язык, да, что когда Аллах Та'аля все начнет разбирать, все наши поступки, самая большая проблема будет со стороны языка. И Ибн Аббас тоже этот метод применял. И от Ибн Масуда передается, что когда Ибн Масуд был в Умре или в Хаджи, там есть такой момент, когда ходит между Сафой и Марвой, и Катау. Там как бы такие небольшие горы. И на нее поднимаешься, спускаешься, потом идешь на другую гору, на Сафу. Поднимаешься, спускаешься. И вот там в одном моменте, когда поднимаешься, то делаешь там дуа классом. Говоришь: «О Аллах, там прости грехи» и так далее. Да, там Сенат Бунча Бардагалар. И пророк, и Ибн Масуд, он говорил в это место: «О Аллах, как бы очисти мой язык, чтобы язык мой был чистым, чтобы не говорил плохих вещей, защити там от плохих его слов», да? И когда у Ибн Масуда спросили: «О, Ибн Масуд, ты это сам по себе говоришь? Или ты это слышал от пророка, что он что-то такое говорил?» На что Ибн Масуд сказал: «Поистине, пророк, сказал, наибольшие прегрешения, которые делает сын Адама, это из-за его языка». Все проблемы в языке. Если язык удержать, то и от грехов тоже человек будет чист, да, и все проблемы это в его языке. Поэтому у нас месяц Рамазан, мы в месяц Рамазан вот приходим в мечеть, альхамдулилля, стараемся одевать какие-то, может быть, красивые, более чистые одежды специальные, да, тюбетейки одеваем, когда в мечеть приходим. И вот то же самое надо стараться в отношении языка тоже делать. То есть язык надо украшать, больше говорить тасбих, больше говорить дикры, говорить субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, вот такие вещи. То есть человек, если будет говорить, то это уже будет за это ему награда и больше вариантов, что он сохранит свою уразу.